Всем большой салам, я Ева Ха, а это проект «Наши люди». Сегодня у меня в гостях преподаватель истории Казахстана и замдиректор Жетысуйского гуманитарного колледжа, а также зампредседатель Чечено-Ингушского центра в войнах Алматинской области. Зоя Кайсаровна, Дедик Халшин, Беркл, что дали согласие на интервью. Вы являетесь зампредседателем Чечено-Ингушского центра в войнах Алматинской области. Скажите, пожалуйста, какие жизненные ценности привели вас к этой работе в Чечено-Ингушский центр? Маршио Аллахова. Очень рада вас приветствовать в городе Исык. И хочу сказать, что это получилось случайно, потому что приехали люди на место моей работы. Я тогда замдиректором школы работала по учебной части. И люди приехали с Алматы и начали издалека говорить о том, что наша молодежь не задействована, наша молодежь где-то не работает, где-то не принимают на работу. Какая причина? Можете ли вы назвать статистику того, что если у молодежи образование какое-то? С этого начали. В частности, это был Абдуев Нажмудин, его все знают. Я как-то странно отреагировала и ему сказала: а почему я это должна знать? Вот тут начался разговор о том, что каждый из нас должен знать все о своем этносе. Должен знать, кто где, так как работник образования, если не ты, то кто. Я задумалась и просто сказала: оставьте мне какой-нибудь план или какое-то направление, может быть, есть какие-то рекомендации, я подумаю. Я почитаю, посмотрю. У меня есть возможность пообщаться с молодежью. И тогда он поднял руку, так меня посмотрел и говорит: так вот же готовый работник этнокультурного центра. Вот так получилось совершенно случайно. Сразу зачислили без никаких выборов в замы. Вот мы идем в замах. Таким образом я появилась в Войнахском центре. Не жалею, мне нравится. У нас в Алмате существует два ингушских центра. У вас Чечено-Ингушский. Как вы думаете, почему у вас так объединено, а у нас раздельно, скажем так? А, кстати, вопросы эти часто задают люди. А почему, а почему? Я всегда иногда даже говорю: а потому. И просто хочу сказать, что это связано с географией. Я не пришла ни к какому выводу. Вывод сама сделала. Не от того, что мне люди говорят. Я сделала вывод такой: где центр отдельно ингушский, отдельно чеченский, там проживания ингушей очень много. Больше, чем вот в остальных. У нас в Алматинской области проживание ингушей меньше. И люди не настаивали о том, что именно Галгай, не настаивали о том, чтобы центры были отдельно. Не было ни одного заявления об этом. Но мы центр свой, когда создавали Алматинской области, мы учитывали, сколько у нас Галгай, мы сделали перепись, сколько у нас Нохчой, мы сделали перепись. У нас есть это списки, можете запросить у нас эти списки. И люди, ингуши, Галгай, у нас не надо было никому звонить, мы с ними вместе работаем, живем рядом, обсуждали. И они не проявили такого желания, чтобы быть отдельно от нас. Поэтому изначально шло, центр будет Чечено-Ингушский. Так он и остался. У нас нет сейчас какого-то там деления. У нас председатель Войнахского центра области Аласханов Аслан. Его все знают, и Галгай, и Нохчой. А председатель совета, у нас есть свой совет, председатель совета у нас Галгай, Арсамаков Джабраил. Его все знают. Это уважение и от чеченцев, и от ингушей. Поэтому получилось так, что и в руководстве, и в совете у нас есть Галгай, есть Нохчой. И поэтому как-то вот деления такого, чтобы разделиться, не было. Но мне задавали вопрос. Муаммад его зовут, он ингуш. Фамилию он не назвал, с Алматы. Этот юноша, я так подумала, голос такой молодой, он мне говорит: вы Зоя Кайсаровна? Я говорю: да. Вы что, у нас ингушей решили забрать? Я им ответила: да, это моя любовь. Ингушей я хочу забрать. Это все было юмор, это было все в шутку. Я это рассказала Арсамаковым, они посмеялись. Но так, чтобы центры были отдельно, у нас вопрос не стоял.
Если бы люди настаивали на тот момент, конечно, мы бы этот вопрос тоже обсуждали, потому что в городе Алматы у нас отдельно 2 центра, и я это знаю. В одном из центров даже я была при встрече с молодежью, я видела, насколько активны ребята-ингуши, влюбилась, насколько они красиво умеют говорить, настолько они образованы. Я еще так подумала, так, исыкских галгай всех в мой совет нужно обязательно. Что будет потом, не знаю. Сейчас мне работа нравится. У нас все в унисон и все так идет. Расскажите о вашей семье. Как вы здесь обосновались в городе Исык? Историю вашей семьи. Семья нашей истории такая же, как у всех войнахов. Это была депортация, это был тот самый поезд, как у всех. Это были все ужасные события, которые проходили все войнахи на тот момент, 23 февраля 1944 года. Просто повторяться не хочется. Людей-то становится все меньше, кто был участниками, но сохранились люди, которые помнят те события. Очень часто дети того поколения, которые были депортированы сюда, они рассказывают о том, что спасибо казахскому народу за то, что и так далее. Да, конечно, святая земля, святые люди. На самом деле люди выжили. Много, конечно, умерло, с голода умерло. Это печально, это без слез просто говорить невозможно. Но выжили именно на этой земле. И когда в 1957 году был приказ, а это 1957 год, и чеченцы, и ингуши, не все уехали ведь. Многие где-то закрепились, многие не смогли, об этом мало говорят, не на что было ехать, и такое было. Но многие уехали на свою историческую родину. Те, кто остались здесь, наши семьи в том числе, мы же здесь остались, те прижились и полюбили эту землю. Уже 4-е, 5-е поколение рождены на этой земле. Поэтому там, где флаг наш, сейчас в Инстаграм смотрю, ингушский на башне, чеченский на башне, и третий спрашивают, а какой третий? Конечно, казахстанский. Да, мы преклоняемся, потому что мы на самом деле выжили на этой земле, мы любим эту землю. И туда, на историческую родину, мы едем в гости, а не домой. Я заметила неделю, и я хочу обратно сюда, к себе, домой. Расскажите о своей первой поездке в Грозный. Какие у вас были впечатления, воспоминания? Так получилось, что с детства в Грозный я не попала уже после Второй войны. Родственники пригласили в гости. Я очень хотела встретиться с людьми и попросила организовать мне встречу. Они организовали. Это был зал, большой зал, человек 300. У них была своя какая-то конференция, связанная с образованием, потому что это было в преддверии сентября. И когда сказали, сейчас на сцену выходит учитель, я представилась как преподаватель Казахстана, города Алматы, и назвали меня. Люди встали. Я понимала сразу, что они не для меня встали, первый раз видят и слышат первый раз. Думаю, надо отличиться, надо обязательно сделать так, что это было не зря. И стали хлопать. Я уже понимала, хлопают Казахстану оттуда, откуда я приехала. Они хлопали тому, что я с Казахстана. И когда я сказала, ты Салмашел Душон, с города Алматы, овации были сильнейшие. И какая-то женщина стала кричать «Актюбинск!». Другая вторила ей, Гурьев, тогда еще был Гурьев, что она жила в Гурьеве. 3-я Караганда, 4-я Актау. То есть люди называли ту географию, с которой они приехали, где они родились. Хлопали и плакали. Я думаю, что этим все сказано. Вот настолько популярен Казахстан и казахский народ у нас на Кавказе. Какие уроки прошлого, на ваш взгляд, нужно передать молодежи? Я по профессии преподаватель истории. Я уверена, что первое – это цена войны и мира. Цена войны и мира, потому что любой конфликт начинается со слов, а заканчивается миллионами судеб людей. Поэтому молодежи нужно обязательно знать причину войны, знать, чем это заканчивается, чтобы не было повторов, чтобы люди шли, молодежь шла к тому, что мир должен быть мирным. Еще один урок – это урок экологии. Урок экологии, потому что это не прощает ошибок. Это Орал, это Семипалатинск,
Я всегда на уроках рассказываю о том, хотя я не географ, я им рассказываю о том, что случилось с Аралом, почему оттуда мигранты прибывали к нам, почему это происходило, откуда болезни. Даю им направление, что это деяние людей, что это люди, что подвели. Дети должны знать, молодежь должна знать, что когда ломается природа, что другое поколение, будущее, справиться с этим с трудом. Это целое поколение нужно, чтобы поправить вот тот или иной минус, который был в природе сделан из-за действия людей. Вот то, что я перечислила, и уйма, потому что поломать природу легко, а чинить ее поколения одного не хватает. Но и не забывать еще один урок. Это 30-е годы, это голод в Казахстане, это депортация в военное время, депортация всех наших народов. Вот там же не только чеченцы, ингуши были. А судьба получилась одинаковая. Немцев с Поволжья возьмите. Возьмите всех Галгай Нухчой, что случилось. Сколько было погибших, сколько, но сумели вместе, дружно и остаться братьями. Так интересно. Они говорят «братья наши». И многие изучают казахский язык, многие говорят на казахском языке. Потому что государственный язык, как правило, нужно знать. Необходимо знать. Я считаю, что эти уроки истории и есть именно воспитание нашей молодежи. Мне очень понравился ваш вопрос. Один из стариков, давно, правда, и Далге Штолсон, он сказал: Казахстан – это любовь наша, Казахстан – это слезы наши. И вот это было 23 февраля, когда мы в мечети Сахдакош вот, кормили людей всех национальностей. Не только Галгай Нохчи, тем более мечеть в Исыке, вы знаете, Галгая Арсамакова Ибрагима. Поэтому там были все. Это и есть уроки для молодежи. Даже если мы считаем, что это мелко как-то, это большое дело. Я считаю, что это и есть воспитание. Какие у вас события, проекты происходят в центре? Очень свято у нас в Чечено-Ингушском центре это пожертвование, благотворительность оказывать. Проходит там, где базары у нас в городе Исык, проходит, имена не буду называть, как они просят нас, но Галга парень мимо проходит и говорит: что за машина стоит, братан? Ему говорят: вот так, мы собираем благотворительность, где было наводнение. Он говорит: стоп! 2 часа подождите, я скоро. Ну, скоро. Нагрузил какую-то машину на базар, на оптовку. Загрузил машину. Все продукты мешками, сколько можно. Привез. Выгрузили в ту машину фуру и отправил. И таких ребят много. Нохчи-Галгай никогда не остаются в стороне. И у нас нет такого. Им Нохчалгай, им Магалгай. Я такого не слышала. Ну, есть всякое. Я уже, раз мы заговорили об этом, есть всякое. Идет мероприятие у нас, чечено-ингушское. Сзади стоят женщины, видимо, Галгай, я их не знала. Впереди стою я, они не знают, кто я, наверное. И танцуют ингушские дети. И она говорит: о, махазбал, как красиво, не то, что там, нохчой, как не поймешь, где, там, то-то. Если обращать внимание, Хава, на такие выпады и мелочи, то просто работа не получится. Я посмеялась, и когда пришли эти ребята, я сказала: вы танцуете очень красиво. Если некоторые па у чеченцев перенимете, будет еще краше. И ушла. Женщинам было понятно, что они сказали не то, что надо. Какие современные вызовы на сегодняшний день стоят перед вашим центром? Я думаю, что сейчас я скажу фразу, которая стоит перед всеми центрами, перед всеми людьми. Это страшная зависимость от телефона. Что малый, что пожилой. К чему я это сказала? Естественно, мы все на телефонах. Но телефон сейчас заменяет друзей, заменяет общение, заменяет все. То есть нет общения друг с другом. Это большой минус. Очень большой минус. Если раньше были какие-то дворовые клубы, дети могли выйти там где-то во двор, где-то были люди, которые домино играют или что там было, это в советское время, я просто свое детство вспоминаю, как-то люди имели общение друг с другом. Нам не хватает живого общения. Или, как сказать по-современному, офлайн общения у нас нет. Мы с вами познакомились при создании фильма «Малика». Как вы думаете, почему режиссер фильма выбрал именно нас, ингушей, и рассказал о нас свою историю?
Я просто прослушала их сюжет и посмеялась, что она может, этот режиссер может взять и чеченцев, потому что тот же самый обычай, та же самая одежда, то же самое, что должен сказать отец, то же самое, что должна сказать девочка. Еще я читала. Кстати, я читала это «Из тьмы веков». Это прекрасная книга, моя любимая книга, кстати. Прекрасный писатель. Я просто вам скажу, что там описывалась такая ситуация, что если в разводе люди, оно и сейчас так же, в любых семьях, дети остаются у отца. С чем это связано? Почему вспомнила Базоркина? Потому что это же у него конец 19 века, начало 20-го. Он же те события описывает. Почему у него это? Потому что в то время женщина не могла прокормить ни ребенка, ни семью. Если уводя с собой своего ребенка на верную гибель от голода. Поэтому ребенок должен был оставаться в доме у отца. Это с этим связано. Это же наши обычаи. Это наши древние обычаи. А прямой ответ, почему ингуши, я думаю, что я уверена в этом, что режиссер просто знала, Наталью ее, по-моему, звали. Наталья знала героиню, а она была ингушкой. Так получилось, что нашли ингушей. Что для вас дружба народов? Как вы понимаете этот термин и праздник? Дружба народов – это когда сосед приглашает тебя на Пасху, другой сосед приглашает тебя на Курбанайт. И когда ты живешь в этом, это дружба. Когда тебе вечером стучится ребенок другой национальности, я о себе говорю, и говорит: «Апай, мама не купила сахара, я один дома». Да ты ему не просто вот в этой вазе дашь сахар. Я ему целый килограмм, я его не ем. Все, что у меня дома есть, отдала со стола. Это называется дружба народов. Ну и переходим к нашему традиционному вопросу. Разница между чеченцами и ингушами, на ваш взгляд? Два близко родственных народа. До 1992 года это была Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика, ЧАССР. У чеченцев Нохчой, Нохчолла, кодекс чести. У ингушей Эздал, кодекс чести. Когда читаешь одно и то же. Это уважение к старшим. Раз. Уважение к женщинам. Два. Гостеприимство. Три. Тейповая система. 4. Все одинаково. Кровная месть в прошлом. 5 и так далее. То есть Нохчала, Эздала – это, как правило, почти одно и то же. Есть там всякие нюансы. Кухня. Дух халтом, жикалныш. Только блюдо одно и то же. Башни. Разница только в небольшой архитектуре. Есть некоторые люди, говорят, у нас разный язык, но наречие одинаковое, обычаи одинаковые. В одежде в национальной небольшая разница. Немножко другой головной убор, шапочка, а потом шарф. У нас прямо шарф. Культ предков – это у Галгай, у Нухчой одинаково. Историческая судьба это нас свела здесь, вместе свела опять-таки. Это 23 февраля 1944 год. Поэтому глобальных таких хава, если вы хотели услышать, вы у меня не услышите. Глобальных таких различий я не заметила. Находясь в обществе с ингушами, я не скажу часто, но иногда бывает, приглашенная бываю на вечера, особенно Махтасуш на вечер. Я обратила внимание, что я ничего другого не вижу. Очень тщательное отношение к сервировке, к скатертям, очень тщательное отношение к вилкам, к ложкам, то есть к приборам. Такое же и у чеченцев. Поэтому яркого различия не вижу. Сегодня 1 мая. Не хотите ли поздравить наших зрителей с этим праздником? Я поздравляю людей Алматинской области и всего Казахстана с праздником. Я желаю всем здоровья и желаю, как говорил великий Черчилль, всем везения.